Всем привет, меня зовут Александр, компания Центр домостроения. Мы находимся сейчас на Эжвинских дачах. Здесь мы начали строительство вот такого одноэтажного дома параметрами 6 на 8. Давайте покажу планировку. Сейчас мы, господа, вот стартанули. Как вы видите, наш партнер приехал, закрутил свайный винтовой фундамент. Далее мы сделали обвязку из бруса 200 на 200. Вот такой мощный, надежный, фундаментальный. Второй брус поверх идет тоже мощный, 150 на 200. Мощь и надежность. Мы закладываем все изначально очень хорошо. Нет никакой экономии. Вот. Реально все нравится, все мощно. Строится, поверьте, не на 1 десяток лет, на много десятилетий. Все хорошо. Вот хороший нижний брус, второй брус очень высокий. И мы в него впиливаем тоже мощные половые лаги. 100 на 200. Они не прогибаются на длину пролета до 4,5 метров. Тоже хорошие, надежные, качественные полы. То есть мы изначально делаем хорошо, что вот этот костяк, скелет дома был максимально надежен, мощен и выдерживал нагрузки внутренней, наружной отделки, коммуникаций. Вот цель. Так, у нас идет первый этаж. Дождик пошел, да, неожиданно. У нас идет изначально крылечко, вот такая терраса, да, мы спокойно заходим на террасу, она просторная, можно кайфовать, находясь на ней с чашечкой кофе. Можно, во-первых, зайти на нее, она крытая, сумки положить. Вот дождь не капает, а сейчас он капает. А был бы я на этой террасе, было бы все замечательно. Сумки положил, спокойно дверь открыл. Дальше тамбур. Прекрасное решение для нашего климата. В помещении зимой, допустим, плюс 20, снаружи у нас минус 30. 50 градусов диапазон температур. 50 градусов. Представляете, это очень большой перепад. Поэтому тамбур, я считаю, нужен не только для того, чтобы теплый воздух резко не выходил из дома при открывании наружной двери, входной двери. Но еще важно, чтобы вы, когда заходили в дом, вот эту температуру проходили постепенно. Особенно если люди пожилые. Представляете, из резко холодной температуры резко в теплую температуру. Головокружение и, надо, чтобы это все было плавно. Я считаю, должно быть все равномерно и плавно. Поэтому тамбур носит множество функций. Сохранение тепла в доме, ну и смягчает эти перепады температур при входе или выходе вас из дома. Идем дальше. Вот мы дальше попадаем в холл. Здесь раздеваемся. Уютная спальня и кухня-гостиная. Все. Остальные постройки у нас на участке. Все, что необходимо, все у нас там. Все, замечательно. Сейчас внешний вид покажу. Вот такой летний красивый домик будет. Одноэтажный дом параметрами 6 на 8. Вот такая красота.
Посмотрите, дорогие зрители, насколько четко. Видите, да, след от карандашика. Видите, да, все четко. След от карандашика есть, и четко по карандашику был сделан пропил. Сначала чертим, потом пилим. Видите, да? Ай, профессионально, как нравится мне это все. Четко, профессионально. И так с каждой стороны ведь, посмотрите, везде. Видите, да? Шикарно. Видите, да? Прекрасно. Красота. И торцевой пропил сделан так же. Класс. И так во всем доме. Видите, да? Чертим, пилим. Чертим, пилим, чертим, пилим. Видно, как все под карандаш. Каждый пропил. Вот покажу, вот мощный, серьезный брус. Вот он. Мы его стыкуем вертикально. Не горизонтально в лапу, а вертикально, чтобы нагрузку держала больше. Все по центрам состыковано, по центрам свай. Любая стыковка обвязочного бруса идет только по центрам свай, везде. Так, сделали качественно, хорошо. Далее у нас второй брус, вот он мощный тоже. Серьезный брус, видите, тоже высота большая, 200 на 150. Сейчас сюда будут впиливаться в ближайшее время лаги большого сечения. Так, дальше применяем межвинцовый утеплитель Джут 6-8 мм, видите, широкий, плотный. Кроме того, посмотрите, скрытые работы, вы этого не видели, да? Я открываю, а там что-то есть. Это скоба строительная. Мы связываем еще стены. Снизу глухарями связано. Раз. Скобой связано. 2. Уголками. 3. С глухарями и саморезами. Желтыми глухарями вот такого диаметра. Причем везде. Сейчас покажу. Обязательно между сваей, оголовником сваи и брусом идет гидроизоляция в виде рубероида, чтобы брус не портился. Вот эти скобы. Видите, да? Пиломатериал первый и второй сорт. Найдите обзол, найдите кору. Не найдете. Посмотрите, свежий, чистый, приятный. Первый и второй сорт. Хороший отборный пиломатериал. Это факт. Дом реально будет смотреться очень свежо, очень красиво. Это точно. Хороший, хороший. Даже если попадается маленький обзол, он допустимый на первом-втором сорте. Аккуратно мы должны ножом или топором срезать. Красивая, свежая стена. Вы это увидите. Дорогие друзья, если вам необходимо построить ваш дом мечты, обращайтесь. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Приходите, проконсультируем, все расскажем, все покажем, посчитаем, предоставим. Ну и все, вы идете домой, думаете. Ну и будем рады, если все-таки выберете нас для строительства вашего дома мечты. Все, будем ждать вас на консультации. Приходите. Все, до встречи.